Среди заключенных, находящихся в китайских лагерях в Восточном Туркестане, которые Коммунистическая партия Китая называет школами профессиональной подготовки, немало учителей, докторов, сотрудников правоохранительных структур и высокопоставленных чиновников. По последним данным, Абликим Гафур, являвшийся комиссаром полиции города Кучар, начиная с июня прошлого года находится в одном из таких лагерей. Абликим Гафур принимал активное участие в подавлении протестов, организованных против китайских Олимпийских игр 2008 года, и был награжден медалью за доблестную службу. После того, как правительство Египта подписало соглашение с Пекином, китайские полицейские получили разрешение на задержание, допросы и вывоз уйгурских студентов в Китай. Всех задержанных уйгуров отправляют в расположенную в Каире тюрьму Тора, где содержатся политические заключенные. Абдувели Аюб, проживающий в Норвегии, провел расследование и доказал, что из 6000 уйгуров, до недавних пор находившихся в Египте, на данный момент осталось всего 50 семей. США, готовящиеся к подписанию торгового соглашения с Китаем, пытаются оказать давление на Пекин посредством Гонконга. Помощник президента Майк Пенс заявил, что в случае нарушения Конституции Гонконга шансы на подписание договора снизятся. Пенс также подчеркнул, что правительство США окажет поддержку для решения вопроса мирным путем. В свою очередь, Twitter и Facebook заблокировали сотни аккаунтов и страниц, занимавшихся распространением ложной информации о ситуации в Гонконге. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает приемлемым возвращение России в «семерку» и обвинил Барака Обаму в уходе Москвы из саммита «восьмерки». С таким заявлением президент США выступал и в прошлом году. «Семерка», в которую входят США, Германия, Англия, Япония, Франция, Канада и Италия, известна тем, что страны-участницы организации обладают самой крупной экономикой в мире. После того, как китайские военные корабли вошли в прибрежные воды Манилы, премьер-министр Филиппин Родриго Дутерте заявил, что отныне все корабли, проплывающие через территориальные воды страны, будут считаться вражескими. В свою очередь, пресс-секретарь Дутерте Сальвадор Панелло призвал соседей к порядочности и сделал следующее заявление. Все корабли, проплывающие через территориальные воды Филиппин, обязаны получить разрешение от вышестоящих инстанций нашей страны. Выбирать вам либо дружеские отношения, либо враждебное применение силы. 14-летняя девочка-мусульманка подверглась нападению группы ирландских нацистов. Нападавшие повалили девочку на землю, нанесли множество пинков, сорвали платок и закидали куриными яйцами. В момент нападения девочка успела включить камеру на телефоне. Полиция начала расследование инцидента. Поиски преступников продолжаются.